Китае прошла встреча Рахмона и премьера Госсовета КНР Ли Цяня. В Душанбе задержали врача за халатность, повлекшую смерть подростка. СМИ. Глава правительства Талибан ушел в отставку. Китай и Казахстан подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме. Правительство Молдовы денонсировало 2 соглашения, подписанных в рамках СНГ. В Пекине в рамках начавшегося 16 мая государственного визита президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с представителями власти этой страны, сообщает об этом пресс-служба президента. В частности, сегодня, 17 мая, состоялась его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяня. На встрече было подчеркнуто, что товарооборот между странами планомерно увеличивается, а в прошлом году его рост составил почти 40%. Отмечалось, что этот факт позволит государствам значительно увеличить объем торговли в ближайшем будущем. Во время переговоров было названо важным привлечение современных китайских технологий в сферу переработки сельскохозяйственной продукции, особенно хлопка, овощей и фруктов, а также развитие сотрудничества в области шелководства и фармацевтики. Прокуратура города Душанбе возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи, хирурга Абдурасула Ходжиева, подозреваемого в халатности, что привело 8 апреля к смерти 17-летней Севинь Шукуровой. Об этом сообщает прокуратура на своей странице в Facebook. Дело было возбуждено после того, как жительница Душанбе Шойра Зухурова публикацией видео в соцсетях обратилась к мэру столицы Рустаму Эмомали и главе исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон с просьбой привлечь к ответственности врача, из-за которого, по ее словам, она потеряла 17-летнюю дочь. В видео Шойра Зухурова отмечает, что с момента смерти ее дочери прошло 37 дней, а против виновного врача так и не возбудили дело. Между тем, как сообщает прокуратура, врача Абдурасула Ходжиева арестовали накануне 16 мая, и против него прокуратура района Исмаила Сумуни в тот же день возбудила уголовное дело. По предварительным данным и на основе проведенной экспертизы установлено, что смерть девочки произошла из-за анафилактического шока, вызванного препаратом лидаза. Врачу предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает прокуратура. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет. Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан», Мухаммад Хасан Ахун попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. Об этом сообщил во вторник телеканал Аль-Джазира со ссылкой на источник в правительстве талибов. По информации неназванного афганского чиновника, на должность временно исполняющего обязанности премьера в правительстве талибов назначен Абдул Кабир. Ранее он занимал должность заместителя Ахунда по политическим вопросам. Эту информацию подтвердил источник афганского телеканала Толо Ньюс. Собеседник канала уточнил, что Кабира на должность главы Временного афганского Кабмина распорядился назначить лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада. Ахунд возглавил правительство талибов после его формирования в сентябре 2021 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь подписали более 20 документов, среди которых соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба главы Центральноазиатского государства. Токаев прилетел в город Сиань, где 18-19 мая состоится саммит Китай-Центральная Азия. Накануне этого мероприятия президент Казахстана провел переговоры с руководителем КНР. Глава Центральноазиатской республики поблагодарил коллегу за радушный прием и поздравил с переизбранием на пост председателя страны. По итогам переговоров главы государств подписали 23 документа. По данным китайских СМИ, саммит Китай-Центральная Азия – первое в этом году крупное внешнеполитическое событие в Поднебесной. Отмечается, что впервые за 31 год дипломатических отношений между КНР и странами Центральной Азии главы государств региона соберутся в онлайн-формате.
Ожидается, что в рамках мероприятия состоится церемония учреждения делового совета Китай-Центральная Азия, который будет создан для укрепления экономического сотрудничества между сторонами. Правительство Молдовы денонсировало 2 соглашения, подписанные в рамках Содружества независимых государств об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств СНГ, а также об условиях поставки товаров между организациями стран СНГ. Об отказе от этих соглашений сообщила в среду 17 мая министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко. Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ теряет свою актуальность, прокомментировала министр выход страны из первого соглашения. Второе соглашение денонсируют, так как его положения устарели, пояснили в правительстве Молдовы. Страна исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов, без какого-либо вмешательства государства. Решение о денонсации этого договора вступит в силу спустя 12 месяцев после того, как Молдова уведомит исполнительный комитет СНГ. Молдавский премьер-министр Дорин Речан поручил МИД и государственной канцелярии подготовить документы для начала процедуры выхода Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Нам не удалось разрешить Приднестровский конфликт. Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдовы. Пребывание в СНГ не защитило нас от введения экономического эмбарго, подчеркнул глава правительства. Ранее президент республики Майя Санду отметила, что за последние 30 лет в рамках СНГ были подписаны сотни соглашений, многие из которых были не нужны. Сейчас все это анализируется, после чего планируется выход из некоторых документов, добавила она. При этом президент напомнил, что стратегической задачей Молдовы является европейская интеграция. Я твердо верю в то, что Молдова может стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия, сказала Санду.